Сәлеметсіздерме? Сегодня мы завершаем знакомство со звуковым строем казахского языка, и мы узнали, что в казахском языке 28 звуков. В отличие от русского языка, согласные звуки казахского языка в сочетании с мягкими гласными произносятся мягче, а в сочетании с твердыми – тверже. Например, бас, бәс, сол, сөл, тоз, түз, тыс, тіс, бар, бер. Вы заметили, что гласные влияют на качество согласных, то есть на твердое или мягкое звучание. Современный казахский алфавит был составлен в 1940 году на основе русской кириллической графики. Туда внесены все русские звуки для того, чтобы заимствованные неказахские слова писались без изменения, то есть так же, как и в русском языке. Например, Москва – Москва, Россия – Россия, завод – завод. Сейчас же эти слова пишутся только соответственно казахскому произношению. Не Москва, а Мәскеу. Завод – завод. Россия – Ресей. Товар – тауар. Почему? Потому что 42 буквы в алфавите – это очень много. Это неудобно и непрактично. К примеру, в английском алфавите 26 букв, в русском 33. Если же обозначить слова исконно собственными звуками, в казахском алфавите было бы 28 букв. И завершая нашу встречу, мне хотелось бы познакомить вас с интересной информацией о казахском алфавите. В историческом прошлом казахи использовали руническое письмо, позже арабское, а с 1929 по 40-е годы была введена латинская графика. До встречи на следующем уроке. Сау болыңыздар!